Грязные овощи, немытые руки, купание в не предназначенных для этого водоемах, а также недостаточная обработка столовых приборов. Вот основные причины кишечных заболеваний. Проблема эта всесезонная, однако летом ввиду высоких температур заражение кишечными инфекциями происходит гораздо чаще. Причины острых кишечных инфекций – это, конечно, возбудители острых кишечных инфекций. Это вирусные кишечные инфекции, которые вызываются ротавирусом, норовирусом, например, или бактериальные, которые вызываются, к примеру, сальмонеллезом. Основными симптомами кишечных инфекций, конечно, является это повышение температуры, боли в животе, рвота и жидкий стул. В зоне риска. Что касаемо вирусных кишечных инфекций, это дети до 5 лет в основном. Что касаемо бактериальных кишечных инфекций, это больше подростки. И любые дети с заболеваниями ЖКТ. Распознать кишечную инфекцию вне зависимости от ее вида максимально просто. Самое безопасное из них – пищевое отравление. Появляется оно не сразу, от нескольких часов до 7 дней. Зачастую инфекция сопровождается высокой температурой, болями в животе, тошнотой и рвотой. Избежать неприятных последствий можно, следуя советам врачей. Меры безопасности не меняются десятилетиями, но из нового это, конечно, вакцина-профилактика ротавирусной кишечной инфекции. Все остальное – это мытье рук перед едой и после посещения туалета, разные разделочные доски для сырых и для готовых продуктов, также купание в разрешенных водоемах и мытье овощей и фруктов свежих кипяченой водой, что касаемо детей обязательно. Взрослые, конечно, могут и проточной водой мыть, потому что у них желудочно-кишечный тракт сформирован. При появлении первых симптомов специалисты советуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу. Особенное внимание нужно уделять детям, ведь если ребенку не оказать своевременной помощи, то болезнь может принять тяжелое течение. Петр Лукин, Семен Афанасьев, Якутск.